Всем доброго вечера. День 13 июня подходит к концу, и наступило время вечерней проверки. И скорее всего эта проверка у нас будет крайней в этом весеннем сезоне. По крайней мере, поднимать продольники я пока не буду, но наживлять тоже не буду, потому что пару дней надо делать дела, есть неотложные дела, и как бы продольники будут отвлекать. Ну а потом посмотрим по воде. Если вода упадет, мы просто поднимем. Если вода поднимется или останется на этом уровне и будет время, возможно, будем наживлять по новой. Ну, это как... Посмотрим, в общем, посмотрим. С утра у нас идет процесс копчения. Продолжается рыба коптиться. Давайте глянем, что у нас там получилось. Вот такая вот красота у нас. Все, больше опилок добавлять 100% не буду. Это, грубо говоря, у нас... Вот. Грубо говоря, это у нас второй бункер. Обычно раньше я... Так, немного... Так. Обычно я с дополнительным бункером уставлял опилки. На этот раз один бункер и добавил сегодня второй бункер. В принципе, одно и то же, но почему-то мне кажется лучше так, чем с дополнительным бункером. Дополнительный бункер хорош только тогда, когда у тебя есть дела, ты закинул полностью два бункера и уехал. Пришел, а у тебя еще копчение идет. Если, конечно, не забьются проходы вот здесь. Вот тут вот смолой забивается. Ну, пока нормально все. Опа. Сюда поступает еще горячий воздух. Вот тут вот радиатором охлаждается. И здесь на входе уже идет холодный дым. Холодный дым, и копчение идет холодное. Кто бы что ни говорил, но рыба получается вот такая вкусная. Так, ну что еще, давайте напоследок посмотрим, что у нас с грядками. Как мы видим, тюльпаны наши к 13 июня уже практически отцвели. Сегодня-завтра скинут последние долгожители. Вот это красно-бордово-желтые и бордовые тюльпаны. Самые они позже всех расцветают, позже всех опадают. И останутся только листики. Марья-моль у нас недавно распустился, буквально меньше недели назад. И, как мы видим, уже тоже отцветает. Время цветения у него очень и очень короткое, но красивое. Куст такой шикарный, красивый. Зато вон начинают цвести уже синенькие цветочки, красненькие. Черемуха в этом году уже вот, уже зеленые ягодки. Вон везде сколько завязалось хорошо. Если птицы не поклюют, черемухи быть. Кто-то может спросить, нахрена ты нам это все показываешь? Ну, кому-то может быть интересно, кому-то может быть нет. Мне интересно это самому, в первую очередь, самому интересно. Почему? Потому что каждый год, просматривая старые фильмы, я смотрю, как проходит весна в том или ином году. Вот в этом году, в 2025, вот так вот. Иногда происходит это раньше, иногда позже. В 2025 году, 12 июня, мы выкосили траву, которая выросла уже практически в рост человека. Вот эти, ну, по пояс точно вот есть трава. Вот соседский участок не скошенный, для сравнения. Он по грудь. Если пройти где-то в мой рост, даже вон некоторые соцветия уже мой рост. А так вот в основном по пояс, по грудь. Травостой в этом году ранний, обильный. И мне кажется, раза 3 надо будет скашивать все это. Вот и закончилась весна, наступило лето. Хоть оно холодное, но какое-никакое оно лето на севере. И такому лету рады, потому что оно очень-очень короткое. Глазом не успеешь моргнуть.
Надо будет уже собирать эту черемуху. Глазом не успеешь моргнуть, надо будет окучивать вот эту картошку, потом второй раз, потом собирать. И опять наступит зима, полетят белые мухи, и вот так вот уже не будет возможности сушить рыбу, коптить рыбу. Время бежит, время летит. Все идет своим чередом. Ну все. Короткое отступление от главной темы. Поехали на крайнюю проверку наших продольников. Так, ну что мы видим по воде? То, что вода у нас перестала подниматься и даже немножко упала на пару сантиметров. Это значит все. Подъем воды был незначительный. Подъем воды был от проливных дождей. Видать, что верховья прошли. Так что тем более 100% поднимаем продольники и будем заниматься скоро другой рыбалки. Но сегодня у нас будет самая короткая проверка, потому что наживлять не будем и поднимать сегодня не будем, потому что это долго и муторно. Потом будет время днем когда-нибудь без комаров, солнечную погоду, если потеплеет, поеду и подниму. А пока погнали. Крайняя проверка весеннего сезона. Ждали мы этот сезон. Бац, и он уже закончился. Ну ничего. Рыбки мы половили. Неплохо. Грех жаловаться. Печора матушка пока нас рыбой кормит. В любом сезоне. Весенний, осенний, зимний, летний. Без рыбы еще не сидели. Как себя помню, как я родился, родители меня сначала рыбой кормили. Подрос, сам начал ловить рыбу. Рыба на столе у нас каждый день. Поехали. Так, перебор. Вообще-то нормально. Ну, как всегда, на самом интересном месте. Сколько раз говорил уже при проверке продольников включать сотовый телефон. Все забываю. Так, не приготовили подсак. Так, что-то пока есть на самом конце. Натяжечка язевая. Да, вот он, язь идет. И за ним, походу, еще второй. Раз. Второй ушел. Ну, борзы решили вытащить в нагляк. Не получилось. Одного вытащили мелкого, который покрупнее ушел. Ну и ладно. Вон, как быстро можно проверять. Сейчас мы это просто выпустим, закинем и поедем к следующему. Сегодня у нас будет быстрая проверка. Почему я не наживляю ничего? Да потому что сейчас уже попадает окунь, а окунь в течение суток дохнет. И зачем мне
губить окуня, как говорится, ни себе, ни людям. Вот этот пока живой, но вечером был бы он уже дохлый. О, хорюзок. Отлично. Ух ты, ух ты. Язь. Язь опять ушел. Так, Харюса сюда. Да тихо ты будь. Язь опять у нас ушел за мотор. Умеет он это дело. Ух ты. Вот это ты зря сделал. Блин. Рванул аж. Крючок у меня. Блин, ладно, отцепим потом. Замотал вокруг мотора. Резко рванул. У меня аж крючок вошел в руку. Хулиган. Хорошо, что попал крепко. Один язь, один хорюс и один окунь. Вот он. Добротный такой окушок. Завтра был бы он уже дохлый, послезавтра он бы уже испортился. Пока живой. Вот из-за этого я не наживляю сейчас. Не хочу, чтобы попадали окуня и дохли. Если бы не было окуней, как бы можно было, конечно, наживить. Пришел бы, несколько язиков бы, может, осталось, но с окунями так делать лучше не стоит. Так, что там у нас запутал? Все, распутали почти. Здесь у нас тоже что-то есть. Ёрш. Ёрш. Егор. Окунь. И все. Казалось, что-то шло типа язя, но не дошло. Ладно. Нет так нет. А ты, ершок, плавай пока. Может быть, налим на тебя соблазнится. Может быть. А может быть и нет. В любом случае я тебя снимать не буду. Потом посмотрим. Если что, покажем. Так, а здесь у нас идет язёк. Спокойненько так пришел. Красавчик. И окуневое царство. 3 окуня. Все, окунь пошел косяками уже. Окунь пошел косяками. О, этот чуть бы не ушел. Этот заглотил. Значит, скоро будем ловить на спиннинг. Скоро, очень скоро. Когда вы смотрите это видео, мы уже вовсю рыбачим на спиннинг, это 100%. Потому что ролики выпускать каждый день нет никакой возможности. В деревне у нас интернета нет.
интернет только в поселке. И туда на загрузку фильмов я езжу только примерно раз в неделю. День живу там, загружаю все фильмы наперед через день, чтобы хоть было время. Вот так вот. Так что, когда смотрите этот фильм, сегодня у нас 13 июня, на самом деле где-то уже будет, наверное, ближе к концу июня. Водичка у нас уже согрелась, вернее. Теплая погода была, солнышко светило, уровень воды упал. И заметно теплее стало, особенно тогда, когда на улице похолодало. Так, здесь у нас тоже есть натяжечка. Ух ты, какой ты буйный язь. Какой буйный язь. Ну, сачка ты испугаешься по-любому. Давайте попробуем так. Получилось. Хорошенький язёк. Тихо, 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 тихо будь. Вот такой. Когда дошел. Этот дошел, значит, был мой. Да, не насаживая, дело быстрее идет. Хотел сначала поднять, но это долго и муторно поднимать продольники. Оставим на потом. А может, еще и порыбачим, если время будет. Не надо будет закидывать по новой. И окунь кулома. Какой хороший окунь. И уже на грани издыхания. Вот из-за этого я и не наживляю, потому что таких дохлых окуней будет очень много, если вовремя не проверять. Это пока живой. Есть натяжечка. Идет окунь, за ним язь. Язёк буйный какой-то. Попробуем его с очком. И все. И на том спасибо. И вот такой вот окунь. Все, когда начинает массово ловиться окунь, это первый признак того, что пора уже поднимать продольники. Единичные случаи, да, но когда он уже попер косяками, вода согрелась, окунь пошел косяками, это значит все. Сезон продольников подошел к концу.
Есть натяжечка. Вижу окушарика. Вижу ерша. И там дальше вон язь походу идет. Такой вот окунь. Ерш пусть болтается пока. Что там? Где ты? Ух ты, два язя. Нет, ерш и язь. Ладно, попробую с очком. Ага, попробую, что его уже распробовали. Ушел. Ушел. Ерша оставим. Крупный возьмем. Заглотил, подохнет. А так хоть сами сидим. Есть натяжка. Что они такие буйные все? Давай тебя в нагляк. Вот так вот. Еще один. Что, тебя тоже в нагляк? И третьего тоже в нагляк. Вот так вот. Без сачка получилось лучше. 3 штуки и все на месте. Когда как. Что-то летом по малой воде, ну, не лето, а сейчас вот ближе к лету уже, язь вот бешено начинает сопротивляться и боится сачка. По большой воде, когда глубокая вода, 4 метра там, он, мне кажется, более-менее спокойно идет. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с температурой воды. По теплой воде он более активный. Или с чем. Но сейчас они дергаются вообще как не знаю кто. Ну да, так быстрее проверять. Не наживляя это. Вот и последний продольник. Последний, последний, последний. И здесь тоже есть натяжка. И здесь тоже есть натяжка. Язёчек тоже здесь идет. О, начал. Может, они с жилета так боятся оранжевого? А? Иди сюда. Все. Там ерш, пусть поболтается. Вот и все. Напоследок вот даже не удержал. Даже не удержал. Вот такой вот красавчик напоследок. Вот и закончили мы крайнюю проверочку. Где-то, я так думаю, около 5 килограмм, 6 есть точно. Чуть меньше половины ведра. Ну а теперь съездим к острову и поднимем наши верши. Днем почему-то камера не засняла. Верши были пустые.
Улов какой был, так и остался. Ну, чтобы их не оставлять, вода падает. Чтобы не потерять, пожалуй, поднимем их тоже. Так что пока не прощаемся. Тик-тик-тик. Днем эти ловушки были пустые. Так. Ну, почему-то камера это не засняла. Ну, мы ничего не потеряли. Ладно бы, что-то бы попало. Так, что сейчас? Где она у меня? Тоже пусто. Так что раколовки у нас здесь работали. Ни одной рыбки. Но раколовки слишком, так сказать, мешочек пока оставим. С комбикормом, так как он полный, ну, чтобы не испортилось, закину в морозильник пока это все вот так вот. Чем удобно, они складные, очень удобные. В морозильнике комбикорм не испортится. Потом куда-нибудь попробую еще закинуть. Вот так вот. Компактно, удобно. Так, и что у нас? Вторая раколовка. А вторая раколовка щекочет ловко. Ну, так. Тоже никого. Вот так вот раколовки работают. И верши не работают. Ну вот теперь точно все. Раколовки подняли. Продольники проверили. Наживлять не стали. Следующая рыбалка, следующее включение, следующее видео будет у нас уже рыбалка. Или на спиннинг, или на удочку, или, возможно, может быть, на фидер попробуем с донками, с закидушками возле дома. Будем работать и совмещать полезное с приятным. Посмотрим. В общем, что будет, то будет. А что будет, то мы увидим на канале Коми Рыбак. Так что до новых встреч. До свидания.